Год указом президента он назван годом поддержки регионов, защиты прав детей и цифровизации. Я считаю, что эти три приоритетных направления очень правильно выбраны и правильно сочетаются. Я, как член социального комитета, постоянно получаю обращения по этому поводу. Если это обращение по детям, то оно упирается опять же в цифровизацию. И эти обе темы обязательно упираются в регионы, потому что в регионах проблемы детей и цифровизации, развитие цифровизации очень остро стоят. И я сейчас хочу уделить внимание детям трудовых мигрантов. Вот трудовая миграция, она является выходом, конечно, из тяжелой ситуации определенных семей, но то, что родители отсутствуют рядом с ребенком, оно приводит к множеству психологических, социальных проблем ребенка, и растет социальное сиротство, насилие над детьми, психологические травмы, депрессия, и вследствие которых совершается суицид и преступление. И посмотрите, при выявлении детского труда на рынках большая часть – это дети от 5 до 14 лет, они в основном являются детьми мигрантов. А как же их учеба и как же успеваемость в школе? У некоторых вовсе отсутствует доступ к образованию и медуслугам. Эксперты Института омбудсмена не раз подчеркивали тот факт, что ни в Кодексе о детях Кыргызской Республики, ни в других НПА нет определения «дети трудовых мигрантов». И это влечет за собой трудности в осуществлении мониторинга и отслеживания таких детей. И порой граждане не знают о том, что они могут совершить уполномоченным органам о детях мигрантов, о детях соседей, оставленных на попечение. Поэтому нет возможности выявить под дворовым мониторингом всех детей мигрантов. И нужны более эффективные меры выявления, так как сегодня я получила информацию по статистике 106 тысяч детей мигрантов, а в СМИ у нас 277 тысяч детей мигрантов. Проходит вот такая информация. Нет до сих пор базы данных детей-мигрантов, разделенной по категории. Также я хочу уделить внимание подросткам. Мы говорим в общем о детях, но от 14 и выше это подростки, у которых очень тяжелый период подростковый. Порой родители в полных семьях не выдерживают этот период своих детей. А как же быть тем детям, которые оставлены на попечении родственникам и другим людям? И я сейчас требую рассмотреть вопрос о внесении изменений в Кодекс о детях, ввести определение «дети трудовых мигрантов», проработать базу данных касательно детей трудовых мигрантов, также разработать проект закона о внесении, рассмотреть проблемы суицида детей в последнее время, которая стала тревожить нас, потому что местные, особенно в регионах, местные кенеши не могут выделить на психологов деньги из местного бюджета из-за дотаций.